Ну и в течение всего дня голосования на национальном телеканале «Ингушетия» в прямом эфире будет идти речь о самом важном событии в политической жизни страны. Наши съемочные группы работают в избирательных участках по всей республике. Корреспонденты будут в режиме реального времени рассказывать о ходе голосования. Из столицы с новостями Ирина Цичоева. На этом избирательном участке выборы начались ровно в 8 часов утра. Здесь голосуют в основном военнослужащие, которые заранее подавали заявление. Для того, чтобы выборы прошли максимально прозрачно и гладко, здесь созданы все необходимые условия. Комната матери и ребенка, место для намаза и место для общественных наблюдателей. Помимо прочего, голосовать можно только один раз. Если по каким-то причинам избиратель повторит свое голосование, то его оштрафуют на приличную сумму. Штраф за повторное голосование – 30 тысяч рублей. Уже с 8 часов на этом избирательном участке свой выбор успели сделать более 100 человек. Голосование, безусловно, проходит тайно. За избирательную ширму заходит только один избиратель. Советовать, за кого голосовать, не имеет права никто, а голосуют здесь в основном военнослужащие и контрактники. С обеда будут приходить уже гражданские избиратели. На бюллетене 8 кандидатов. Выбирать можно только одного из них. За порядком здесь следят сотрудники полиции, а за ходом выборов наблюдают общественники. У нас ожидается около 1000 избирателей. В Центре культурного развития избирательный участок номер 18. Также воспитанники Центра культурного развития подготовили концертную программу, приуроченную к выборам президента России. Здесь идет тщательная проверка по спискам заявленных избирателей. Необходимую помощь в ориентировке по участку оказывают добровольцы, общественники и волонтеры. Также здесь функционирует медпункт, дежурит спасательная служба на случай необходимости. Жители республики очень серьезно отнеслись к выборам. Каждый пришел решить судьбу государства. В Нижних Ачулыках избирательный участок номер 27 открылся ровно в 8 часов по местному времени. Здесь проголосовать уже успели более 40 избирателей. Все необходимые условия здесь созданы. Комната матери и ребенка, место для намаза и отдыха. Также подготовили развлекательную часть мероприятий. Что примечательно, среди избирателей много людей пожилого возраста. وعادل زكونا عدل لي قاش بور بقاش تسبير قاش ساقي شيء قلق شيء ازدل شيء ابيازن استيتسنو سنداشكي سو شي ملبرنا حبك قاش تسبع اخت شين بقى اخت تسقى قاش تسبع اخت انا تسبيز لقي ايليا ويمك ويغلط باتشاكن ايليا وديك ياخذ دوش اورا قاش тесбع اخت. В 7 утра мы заступили на свою работу. Участок был открыт. В 8 часов начали работу по осуществлению выборов. Работа идет в штатном режиме, люди приходят. На нашем участке впервые голосующим подготовлены подарки. Тем, у кого сегодня намечается день рождения и тому, кто впервые голосует, тоже намечены подарки. Я думаю, жители села проявят активное участие в выборах, так как это наше будущее. داو خرجة ميس وجه مثلا سجوها نيشين بقى خير проголосовать по отдыху. Погода в республике по-настоящему солнечная. Никто и ничего сегодня не должно помешать нам сделать свой выбор. Это наша страна и наше будущее. И каким оно будет, решать только нам с вами, дорогие избиратели. Поэтому не оставайтесь в стороне и воспользуйтесь своим правом. Давайте решим будущее нашей страны вместе. Ирина Цичоева, Адам Далаков, Новости 24.